Лидия, салям. Как у вас второй день идет подготовки к Татар-Казы? День очень насыщенный, ни минуты свободны, ни секунды, то есть постоянно в работе, в движении, или этапы какие-то у нас, или фотосессия, или репетиция, или шелайка. А кто-то из Омска подъедет тебя поддержать финал или полуфинал? Только мы. Слушай, я сейчас видел, вас выстроили человек 20-25. Это все полуфиналистки, участницы? Да, нас 29 человек. 29. Я помню, в предыдущие годы было значительно меньше конкуренции. 29 человек, помимо этого у нас две участницы из Казахстана, одна из Латвии и одна девочка из Австрии даже есть. Вот, да. Подготовка сейчас будет идти 3-4 перед? Как бы основные этапы мы вот за первые 2 дня. Уже прошли, да? Да, первый день у нас был интеллектуальный этап, а второй день уже кулинарный, владение. И уже все, вот 4 августа на день города Альцева мы узнаем, кто пройдет финал. Узнаем меня Игорь Матубоскос, я не знаю, 29, выберут 12 человек. То есть по предварительному подготовительному этапу из вас посмотрели уже, отсмотрели и назовут участниц финального этапа, кто пройдет. Все понятно. Ну, я смотрю просто, сколько много народу. Вот Лидии, я думаю, не волноваться тяжело. Потому что, вот смотрите, все ходят. Было 29 участниц. Человек 30 стояли с камерами, с фотоаппаратами, снимали. Вот девчонки симпатичные. Вот кто-то дает интервью. Поэтому сейчас уже от Лидии, наверное, ничего не зависит. Как проголосует жюри, кого выберет 12 человек. И напутственное слово даже я когда давал Лидии, говорил, не волнуйся. Главное приехать, посмотреть, выступить. А поучаствовать в конкурсе такого масштаба, это уже как бы какое-то значение для себя, как бы, не знаю, смысл, наверное. Ладно, Рахмат, Лидия, будем ждать финального этапа, результатов голосования судей.